Спецдокладчик ООН дала итоговую пресс-конференцию по положению правозащитников. В Худжанде пожар уничтожил 17 торговых точек. Верховный суд Таджикистана приговорил Фарамуза Иргашева и Ульфатхани Мамачоеву 30 и 21 годам лишения свободы. Россия выделит до $91 миллиона для русскоязычных школ в Таджикистане. Положение правозащитников ухудшаются, адвокаты, журналисты и другие лица становятся мишенью из-за своей правозащитной деятельности. Они сталкиваются с целым рядом трудностей, начиная все с возрастающего административного бремени и заканчивая преследованием, угрозами, криминализацией, закрытыми несправедливыми судебными процессами и тюремным заключением. Атмосфера коррупции, страх преследования и подавления правозащитников, работающих над сложными вопросами, вынудили некоторых из них покинуть страну. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Душанбе спецдокладчик ООН по положению правозащитников Мэри Лулар. По ее словам, некоторые чиновники в правительстве Таджикистана пытаются наладить позитивное взаимодействие с правозащитниками и в законодательстве достигнут определенный прогресс. Однако многие из тех, кто мирно защищает права других, подвергаются все большему давлению. Власти Таджикистана должны радикально улучшить положение своих правозащитников и развеять усиливающуюся атмосферу страха, заявила она. Лолар подчеркнула, что правительство Таджикистана должно выполнять свои международные обязанности и обязательства и работать с правозащитниками с целью построенного законного и справедливого общества. В ходе своего визита специальный докладчик провела встречу с государственными органами в Душанбе, а также побывала в Худжанде. Она провела беседы с уполномоченными по правам человека, депутатами парламента, представителями прокуратуры, Верховного суда и международного сообщества. Она также посетила следственный изолятор и встретилась с находящимися там правозащитниками. Ее просьба посетить Горно-Бадахшанскую автономную область была отклонена. Она сообщила, что полный отчет о своем визите она предоставит в Совет по правам человека в марте 2024 года. «Я глубоко обеспокоена очевидным подавлением инакомыслия, в том числе того, что считается неуважительным и несоответствующим ценностям, традициям и интересам страны. Мои встречи за последние 2 недели показали, что репрессии против независимых журналистов, работающих с правозащитниками, начались в 2016 году и достигли своего пика в 2021 году, после событий в Гбао. По словам тех, с кем я встречалась, работать во время гражданской войны было легче, чем сейчас, заявила спецдокладчик. В Худжанде пожар уничтожил 17 торговых точек в торговом центре «Шар», который находится на территории рынка Паньшамбе. Пожар начался там ранним утром сегодня, примерно в 03:10, сообщил об этом начальник отдела противопожарной службы МВД Республики по Сагдийской области Кахрамон Кадырзода. Общая площадь, охваченная огнем территории, составила 75 квадратных метров. Пожар был потушен к 5 часам утра. В настоящее время устанавливается причины происшествия и нанесенный ущерб, сказал Кадырзода. Он также отметил, что изначально возгорание произошло в соседнем торговом центре здания. По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения правил техники безопасности при использовании электрооборудования, отметил Кадырзода. Пострадавших в результате пожара нет. Верховный суд Таджикистана приговорил Фарамуза Иргашева, юриста и незарегистрированного кандидата в президенты Таджикистана на выборах 2020 года, к 30 годам лишения свободы. Об этом Гульчихра Акимбекова, супруга Фарамуза Иргашева, сообщила 9 декабря на своей странице в Инстаграме. Когда был вынесен приговор, она не уточняет и лишь пишет, что в ближайшие 30 лет или до конца жизни будет искать ответы на вопросы «почему» и «за что». Неделю назад источники радио Зоди сообщили, что гособвинение попросило Верховный суд приговорить Фарамуза Иргашева к 30 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В Таджикистане 30 лет тюрьмы считается самым суровым наказанием после пожизненного заключения. Официального сообщения о приговоре в отношении Фарамуза Иргашева нет. Ранее сообщала, что Фарамуз Иргашев и задержанные вместе с ним гражданские активисты обвиняются в получении финансовой помощи из-за рубежа, организации несанкционированного митинга и участия в преступном сообществе.
Также сегодня стало известно, что Верховным судом Таджикистана приговорена к 21 году лишения свободы журналистка и гражданская активистка из ГБАУ Ульфатхона Маматшоева. Приговор был вынесен в начале этой недели, другие подробности неизвестны. Верховный суд не комментирует вынесенный приговор. В августе стало известно, что гособвинитель потребовал приговорить гражданскую активистку и журналистку Ульфатхони Маматшоева к 25 годам колонии. В отношении Ульфатхани Маматшоева было возбуждено уголовное дело по 8 статьям Уголовного кодекса, в том числе в публичных призывах к свержению власти. Сама гражданская активистка в беседе с журналистами радио «Зоди» и в настоящее время прямо перед ее задержанием говорила, что она не совершала никаких противозаконных действий. Правительство России выделит до 5 миллиардов 74 миллионов рублей для русскоязычных школ, расположенных в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бахтаре и Турсунзаде. Соответствующее распоряжение 8 декабря подписал премьер-министр Российской Федерации Сергей Мишустин. Текст документа опубликован на портале правовой информации. Деньги из российского бюджета будут направлены на реализацию соглашения между правительствами России и Таджикистана о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Центральноазиатской Республики, обучающихся на русском языке. В документе отмечается, что деньги на реализацию проекта поступят от Министерства финансов в качестве добровольного целевого взноса, то есть пожертвования в Евразийский фонд стабилизации и развития.